Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В настоящее время Социальный фонд России оказывает государственные услуги и осуществляет выплаты по различным видам пособий военнослужащим и их семьям. На какие меры поддержки могут рассчитывать жители Якутии, участвующие в спецоперации, и члены их семей? Об этом мы поговорим с управляющим отделением Соцфонда России по республике Мариной Герман. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вот в данное время соцвыплаты и пособия для мобилизованных и участников спецоперации – один из самых актуальных вопросов. Есть ли по линии социального фонда какие-то льготы для них при установлении выплат и пособий? Предоставлению государственных услуг военнослужащим и их семьям в социальном фонде уделяется особое внимание, поскольку оказание услуг, которыми мы занимаемся, они, конечно же, для нас в приоритете, и они нужны именно тогда, когда больше всего нуждаются в них граждане. Поэтому, если говорить о самих выплатах, о пособиях, то можно сказать, что военнослужащие по контракту, призывники по частичной мобилизации, добровольцы имеют право на ежемесячные денежные выплаты. Какая-то часть из них назначается в проактивном режиме. Например, если присвоено звание Герой России, то эта ежемесячная выплата устанавливается проактивно, то есть в беззаявительном порядке. Информация приходит к нам, и мы эту выплату назначаем. Также ежемесячная денежная выплата положена инвалидам первой и второй группы и участникам боевых действий с установлением военная травма. Кроме этого, семьи участников СВО, военнослужащих, имеют льготы, такие как, например, компенсация за жилищно-коммунальные услуги ежемесячно в размере до 50%. Однократно возможна компенсация за произведенный ремонт жилья. Помимо этого, участники специальной военной операции, мобилизованные, имеют право на пенсионное обеспечение льготное, которое будет учитываться в страховом стаже. Помимо этого, члены семей имеют право на детские пособия. Детские пособия, они разного порядка, есть и военнослужащим, единовременные, ежемесячные выплаты. Кроме этого, имеют право на санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации. В общем, спектр широк. Спектр действительно широкий, но если говорить о пенсиях, существуют ли какие-то льготы в части досрочного выхода на пенсию? Действительно, определенные льготы для мобилизованных граждан предоставляются и в части формирования пенсионных прав. Следует отметить, что само нахождение в зоне СВО учитывается, засчитывается в страховой стаж в двойном размере, то есть 1 год учитывается как 2 года. Но при этом до того, как участники СВО перейдут в саму зону боевых действий, нахождение в воинских частях, либо это подготовка будет, то это учитывается в страховой стаж, как обычный трудовой стаж. При этом пенсия по линии силовых ведомств, если не назначалась, то участники имеют право на повышенный пенсионный стаж, как уже отметила. Касаемо семей участников спецоперации, имеют ли они какие-либо преференции при назначении пособий и выплат на детей? Действительно, семьи имеют некоторые льготы. Если говорить о военнослужащих, то беременные жены имеют право на единовременную выплату. Также имеют на ежемесячные выплаты до 3 лет. На детишек, если детей несколько до 3 лет, то на каждого ребенка подается заявление на выплату ежемесячного пособия. Кроме этого, пособие семье мобилизованного также могут выплатить в части единого пособия, которое мы осуществляем с 1 января 2023 года, и на ежемесячное пособие на первого ребенка. Следует отметить, что справку, что муж мобилизованный, нужно предоставить в клиентскую службу, и пособие назначается на период до 6 месяцев, а в последующие 6 месяцев
уже эту справку предоставлять не нужно, мы будем запрашивать ее самостоятельно. Поэтому в части установления пособий есть определенные выплаты. И еще следует отметить, что при назначении единого пособия, ежемесячного пособия на первого ребенка, не учитываются те выплаты, которые осуществляет силовые ведомства, да, мобилизованному, они в состав доходов не входят, не учитываются, поэтому определяется нуждаемость за исключением этих выплат ежемесячно. Вот вы кое-что уже отметили, но все-таки уточним, да, недавно был введен новый единый порядок выплаты детских пособий. Вот что именно изменилось в этой системе? Действительно, что с 1 января 2023 года при введении единого пособия, единой даты выплаты у нас установлено 3 число, это выплата единого пособия, всех выплат ежемесячных, которые касаются выплаты неработающим. 5 число установлено для выплаты по материнскому семейному капиталу в случае поданных заявлений. И 8 число выплата ежемесячных пособий до 1,5 лет – это работающим гражданам по трудовому договору. То есть в этой части приведено все в единообразие, и люди уже понимают, что 3 числа они получат эти пособия. Имеют ли право мобилизованные военнослужащие на санаторно-курортное лечение, ну и на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно? Когда мы говорили о ежемесячном пособии, да, о ЕДВ, едином пособии ежемесячном денежной выплаты, то следует здесь учитывать, что гражданин может выбрать либо получать ЕДВ, либо получать в натуральном виде. Да, и вот как раз-таки санаторно-курортное лечение относится к получению выплат в натуральном виде как составная часть 3 набора социальных услуг. Это лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд к месту санаторного курортного лечения. Вот как раз-таки в случае установления категории ветеран боевых действий, военная травма, то, конечно же, эти граждане имеют право, они будут включены в регистр федеральный получателей набора социальных услуг и имеют право на санаторно-курортное лечение. Для этого нужно подать заявление в клиентские службы через портал государственных услуг на санаторно-курортное лечение. Конечно же, мы рассмотрим в порядке то и определим, по какой нозологии, да, необходимо провести санаторно-курортное лечение. Вот как обеспечивается техническими средствами реабилитации военнослужащих? Установление категории ветеран боевых действий и военная травма дает право на получение технических средств реабилитации. При этом требуется, чтобы была у гражданина индивидуальная программа реабилитации, которую разрабатывает Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. И как раз-таки вот в этой индивидуальной программе реабилитации прописываются все виды технических средств реабилитации, в том числе и при нуждаемости протезы, протезно-ортопедические изделия. И при разработке индивидуальной программы гражданин обращается в клиентские службы, опять-таки, либо через портал государственных услуг, направляет заявление, и мы уже осуществляем обеспечение. Обеспечение ведется в тремя видами, способами, можно сказать так. Это в натуральном виде, когда мы самостоятельно закупаем по государственным контрактам и уже предоставляем то или иное средство реабилитации, которое рекомендовано в программе реабилитации. Это также возможно через самостоятельное приобретение самим гражданином и потом уже подача документов на компенсацию. И третий вид, который наиболее сейчас, скажем так, прогрессивный, это электронный сертификат по техническим средствам реабилитации. То есть гражданин сам определяет на сайте СФР, какой вид средств реабилитации ему необходим, опять-таки в соответствии с программой реабилитации.
и уже направляет нам свое заявление, что он хочет обеспечиться именно в части электронного сертификата. Почему он удобен? Потому что там очень короткие сроки по сравнению с компенсацией на обеспечение средствами реабилитации. Ну, вот ранее отмечались некоторые трудности с получением, да, индивидуальных протезов. Вот как сейчас обстоят дела в этом направлении? Удалось ли решить эти трудности? Вот в части закупок, в части определения поставщика, изготовителя по государственным контрактам здесь вопросов нет. А вот в части исполнения по электронному сертификату пока еще протезы и протезно-ортопедические изделия не все включены в перечень по электронному сертификату. Поэтому мы сегодня надеемся, что этот перечень будет расширен и уже можно будет воспользоваться электронным сертификатом. Ну и давайте еще раз напомним, куда можно обратиться военнослужащим, участникам спецоперации, вот, и членов их семей для оформления льгот и выплат по линии соцфонда. Я отмечу, что в каждом районе у нас работают клиентские службы без обеда, и каждый гражданин или семьи могут обратиться в клиентские службы в районных УЛУСах. Кроме этого, у нас также есть возможность подать через портал государственных услуг и воспользоваться, конечно же, предоставлением услуг через МФЦ. МФЦ также принимает на все государственные услуги заявления и возможность обеспечения, да, в беззаявительном порядке. Также, как я говорила, существует в определенной части выплаты ежемесячных денежных выплат. Кроме этого, я еще хотела бы отметить, что у нас с 1 июня на территории республики работает Государственный фонд «Защитники Отечества», и как раз-таки вот в социальном МФЦ присутствуют наши специалисты отделения социального фонда по республике Саха-Якутия, которые также осуществляют консультирование, разъяснение в части тех же льгот, выплат и тесно осуществляют взаимодействие со всеми ведомствами, которые присутствуют на этой площадке. Ну что ж, Марина Евгеньевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо жителей нашей республики. Спасибо вам. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.